Ассаламу алейкум. Мне бы хотелось зачитать одну статью. Я думаю, что вам будет интересно. Особенно тем чеченцам, которые помнят те немаловажные события, которые происходили у нас до начала Первой войны, во время Первой войны, в межвоенный период и относительно Второй войны. Итак, статья называется, сейчас я вам... По следам чеченской истории или как мы устанавливали шариат. Со слов Таймаза Абубакарова, министра экономики и финансов правительства Дудаева, на предвоенном съезде чеченских старейшин Джохар Дудаев высказал свое мнение относительно общественных веяний, желавших замены Конституции Республики Кораном, а Дудаева возвестив сан имама. Дудаев отверг эту идею, аргументируя преждевременностью, из-за чего многие приверженцы строгих шариатских норм ушли со съезда недовольные президентом, пишет Таймаз. Однако из того же источника следует, что к 1994 году у Дудаева созрел план внедрения отдельных норм шариатского права в экономическом и правовом пространстве ЧРИ. Также Зелимхан Яндарбиев в своем труде «Чей халифат» передает о существовавшем процессе по уточнению курса ЧРИ под руководством Джохара Дудаева, в рамках которого на ноябрьском конгрессе чеченского народа 1994 года бурно обсуждался вопрос о переименовании Чеченской республики Ичкерия в исламскую. Голосование по этому вопросу было перенесено на следующий съезд, который не состоялся из-за российской агрессии. Возможно, подобное метание Джохара Дудаева между светским и исламским устройством ЧРИ было продиктовано правовым нигилизмом, в скобках анархия, существовавшим на то время в республике, апогей которого пришелся на кризис власти 1993 года, в результате которого Дудаев распустил Конституционный суд, приостановил деятельность парламента и разогнал городское собрание. Возможно, что для Джохара это являлось единственной возможностью удержания ситуации под контролем и утверждения единоличной власти в республике. Какими бы намерениями ни руководствовался президент при принятии этих решений, уже весной 1995 года, после начала российской агрессии в отношении ЧРИ, издается указ о введении шариатского судопроизводства наравне со светским, что также способствовало сплочению общества вокруг религиозных и национальных ценностей в борьбе с российскими захватчиками. Затем, после наступившего перемирия в 1996 году, Зелимхан Яндарбиев, продолжая курс, начатый Джохаром Дудаевым, за пару недель до своего поражения на президентских выборах в январе 1997 года, провозгласил о введении полного шариатского управления, однако светские институты власти так и не были упразднены. В этом смысле Яндарбиев как бы продублировал решение о принятии Джохара Дудаева в 1995 году. Победивший на президентских выборах Аслан Масхадов затягивал с практикой реализации указов, изданных своими предшественниками, считая их преткновением в своей деятельности, могущих породить серьезные проблемы во внутренней политике. Также Масхадов считал, что решение о введении полного шариатского правления, уходящим временно исполняющий обязанности президента Яндарбиева, преднамеренным актом вредительства в свой адрес, поскольку явным фаворитом президентской гонки являлся он. Как и ожидалось, Аслан Масхадов, находясь под жестким давлением различных политических и вооруженных групп, требовавших продолжения шариатских реформ, подстрекаемым реваншистскими силами, проигравшим ему на президентские выборы 1997 года, принялся воплощать в жизнь реальные шариатские реформы, упраздняя светские суды, реформируя силовой блок, СМИ, создавая Государственный совет ЧРИ Шура, а также Государственную комиссию по созданию шариатской конституции. Парламент был лишен законодательного права и имел консультативные функции.
Таким образом, у поборников построения чеченского шариатского государства 3 февраля 1999 года появилась реальная возможность, засучив рукава, взяться за осуществление заветной мечты. Однако вместо того, чтобы войти в Госсовет, созданный указом президента Чарыи Аслана Масхадова, и содействовать в строительстве исламского государства на основе законов шариата, антимасхадовская оппозиция отказалась от этого, раскритиковала указ президента и создала собственную шуру, которая в марте 1999 года приняла решение о проведении очередного общенационального съезда чеченского народа, чтобы потребовать отчета президента Масхадова о работе правительства за 2 года. Также было принято решение о подготовке к выборам нового состава Высшего шариатского суда, поскольку прежний не находил оснований для отстранения президента от власти. Была также запланирована разработка процедуры выборов Мехкда, отец страны, что фактически являлось попыткой государственного переворота через формирование альтернативных органов высшей государственной власти в Чарыи. Исходя из вышеизложенных обстоятельств, возникает обоснованное предположение, что антимасхадовская оппозиция, требовавшая от президента продолжения начатых Дудаевым и Эндербием шариатских реформ, руководствовалась не интересами установления шариата в Чечне, а использовала его как инструмент, дающий возможность продолжения борьбы за власть. И такой вывод истекает из поведения самой оппозиции, отказавшиеся войти в Госсовет, созданный указом Аслана Масхадова. Поэтому, если бы в сложившейся ситуации речь шла только об установлении шариата, то у Басаева, Радуева, Эндербиева, Удугова, Исы Умарова, Арсанова, Исрапилова и остальных членов антимасхадовской оппозиции была бы возможность, а поскольку они желали власти в Чечне, то не воспользовались этой возможностью. И фактически сложилась такая ситуация, когда люди, понукавшие Масхадова к продолжению реформирования светского уклада чеченского государства в пользу исламского, сами отказались от этого, из-за чего попали под суровые предостережения Всевышнего Аллаха, изложенные в Священном Коране. А те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего сами не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите, чего не делаете. Мои выводы. После изучения вышеизложенной темы у меня возникло ощущение того, что наши лидеры прибегали к шариатской риторике в 4 случаях. Первое. Чтобы в условиях кризиса власти удержать ситуацию под контролем и укрепить единоличную власть, 1993 год. Второе. Чтобы прийти к власти, используя исламскую риторику на демократических выборах, 1997 год. Третье. Чтобы прийти к власти после проигранных демократических выборов 98-99 год. Четвертое. Чтобы отбиться от давления тех, кто проиграл демократические выборы, хочет реванша, требуя установления шариата, 99 год. Теперь остается вопрос. А как будет на этот раз?